Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». Я сейчас нахожусь на территории Гагаринского округа города Якутска, на территории строящейся поликлиники номер 2. Строит данную поликлинику компания ВИЗ. Вы ее знаете по строительству Ленского моста. Немножко отчитаться, подвести итоги года. Ну и самое главное, что очень важный этап завершен, что здесь, что на филармонии, это полностью закрыт теплый контур, и работы все перешли внутрь зданий. С наступающим! Кирпич увидел, он не якутский? Здесь, да, не якутский, и много чего не якутского, но все привозится материалом. И вы, как заметили, стены сделаны из шелководов. А с чем это связано? А потому что это хороший материал, очень тепло защищенный, то есть его проверяли, ВСЖ, это он очень хорошо держит тепло стены. Но он же легче, чем... И плюс он легче, да. Задержка же была с тем, что здесь фундамент тяжкий был. Здесь были экспертизы, у нас здесь установлено как раз для мониторинга более 500 СОУ, под каждую сваю установлено даже. То есть на все здание. А вот такой опыт есть, да, уже строительства именно таких зданий у компании ВИЗ? В Сургуте, там мы уже в этом году заканчиваем эксплуатацию, тоже в рамках проекта ГЧП, это перинатальный центр окружной, вернее, даже он называется Центр охраны материнства и детства. Это заведение медицинское, которое не имеет аналогов вообще за Уралом. И по своим масштабам, по своему оснащению. Он рассчитан на 10 тысяч родов в год и обслуживает не только жителей КМАУ, Югры, но и всех близлежащих регионов. В том же Новом Уренгое мы столкнулись с проблемой расцепления грунтов вечной мерзлой. Поэтому опыт такой есть, наработан, компетенции все тоже присутствуют. И здесь уже не было никаких сложностей, скажем так, с этим. На сегодняшний день стройготовность составляет 63%. На объекте трудится порядка 80 человек. Сейчас ведутся в основном уже в связи с тем, что тепло подали, то есть ведутся внутренние работы по инженерии. Сам объект, он очень уникален тем, что он рассчитан на 600 посещений в смену. То есть на объекте будет женская поликлиника, взрослая и детская. И также он будет оснащен современными медицинским оборудованием, КТ, МРТ и маммографами. Тоже рентген-кабинет, тоже все здесь предусмотрено. Компания ВИЗ полностью уже это оборудование закупила, оно лежит на складах, то есть сейчас ждет стройготовности. Мы планируем установить это оборудование МРТ в марте месяце для того, чтобы успеть его привезти по зимнику. Здесь все оборудование будет экспертного класса, которое позволяет выполнять сложные медицинские обследования. То есть сейчас все поликлиники, которые строятся, это не те поликлиники, к которым мы привыкли. Это уже современные диагностические комплексы медицинские, которые позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях, что, собственно, полностью отвечает целям, задачам национального проекта здравоохранения. И вся эта поликлиника уже делается из расчета таких требований. Сейчас делается дизайн-проект, который также будет согласован и будет приведен в соответствие Минздраву Российской Федерации. В чем еще преимущество именно формата государственно-частного партнерства? Что здесь используются не какие-то типовые решения, типовые проекты, а каждый проект он делается под конкретные нужды конкретного медицинского коллектива. И тут же главный врач, он активный участник, собственно говоря, на стадии проектирования и формирования медико-технического задания, так и на этапе стройки они постоянно здесь бывают, смотрят, что-то там подсказывают. То есть, условно говоря, наша задача поставить мебель в кабинетах так, чтобы ее потом никто не переставлял, чтобы она стояла ровно так, как будет удобно специалистам. Здание, то есть строится в наших суровых условиях. То есть для этого запроектирован теплый гараж на 6 стояночных мест. Вот вы в видите, да? И плюс у нас здесь сделана эспланада, по которой
будут подъезжать машины там, скорой помощи, и сразу здесь у нас входы тоже есть, которые будут привозить. Будет кабинет неотложной помощи еще на первом этаже. А вот объект у нас плановый июнь 2025 года. На самом деле Якутия для нашей группы ВИЗ это один из ключевых регионов. И политика компании выстраивается таким образом, что когда мы строим какой-то объект, мы стараемся эти мощности, которые созданы на месте, использовать для того, чтобы строить еще больше. И вы знаете, да, что сегодня это 3 проекта. До этого мы реализовали самый большой социальный проект в республике по строительству 12 социальных учреждений сразу. Одновременно строились школы, детские сады, Центр культуры и современного искусства имени Гагарина. И вы знаете, что эти объекты давно уже работают и приносят пользу. И немаловажно, что тот проект ГЧП мы абсолютно четко выдержали сроки, все объекты были сданы вовремя, там пару детских садов даже с опережением графика были сданы. Один из смыслов и преимуществ формата государственно-частного партнерства, что частный партнер отвечает не только за проектирование, строительство и обеспечение финансирования внебюджетного создания объектов, но отвечает в дальнейшем за эксплуатацию этих объектов. То есть здесь принцип качества заложен в основу формата государственно-частного партнерства. Нам невыгодно строить плохо, потому что нам эти объекты в дальнейшем эксплуатировать. И все, скажем так, промашки, которые могли бы быть на этапе строительства, они потом дадут о себе знать дополнительными расходами на этапе эксплуатации. Группа компании ВИЗ любезно пригласила на строительство государственной филармонии, а в народе Алонхо Ленд. Сам комплекс, он уникален в том плане, что под одной крышей созданы условия для работы очень большого количества творческих коллективов. И мы знаем, что и глава республики поставил такую задачу, чтобы из каждого улуса творческие коллективы могли сюда приехать и пользоваться этими возможностями. То есть, по сути, это комплекс по сохранению богатого культурного наследия республики. Это не очередная концертная площадка. Уникальность этого комплекса заключается именно в том, поэтому мы его называем культурный кластер, потому что он дает очень много возможностей для развития культуры, для работы различных творческих коллективов. Еще хотелось бы сказать, что почему выбран был формат именно государственно-частного партнерства. Наверное, не все до сих пор еще понимают его суть. Скажем так, такой объект создать, он дорогостоящий, и одномоментно очень большая нагрузка была бы на республиканский бюджет. На этапе строительства сейчас порядка 70% капитальных затрат финансируются именно частным партнером и внебюджетным финансированием. То есть республика получает готовый работающий объект, но имеет возможность отсрочить выплаты из бюджета на очень большое количество времени. Сам объект площадью порядка 32 тысячи квадратных метров. Стройготовность у нас на сегодняшний день порядка 68%. На объекте трудится 217 человек. То есть основные работы, которые у нас сейчас ведутся, это в теплом контуре, как вы видите. То есть мы запустили отопление. Ведутся работы по стяжке полов, отделке, инженерии. И в последующем мы планируем начать с января месяца уже отделочные работы именно по облику внутренней отделки. Как откроется зимник, у нас должны прийти
лифты, механизмы, которые подъемные механизмы. Объект мы планируем сдать на будущий год в сентябре месяце. Два эскалатора, один с этой стороны, один с этой стороны. И плюс еще ходить лифт там будет. Вес стекла 10 тонн. 10 тонн. И с перепадами температур выдержит, да? Механизация будет. Верхняя механизация Вот тоже верхняя будет, подъемные механизмы, чтобы можно было какие-то фермы со светом опустить, поднять выше. Это не то, что мы придумали, что здесь должен быть зал театра, зал филармонии и зал репетиционный, плюс еще 3 урасы. Это было, опять же, пожелание частного публичного партнера, сформировано ТЗ, по которому уже было осуществлено проектирование. Оборудование все тоже закупается группой ВИЗ и устанавливается. И тоже будет это все на протяжении 8 лет мы будем эксплуатировать. И гарантия ваша? Ну, гарантия производителей. А, производитель. Да. Мы для этого и закупаем, чтобы была гарантия. И уже есть она, да? Она уже, да, частично уже оборудование закуплено, а в связи с тем, что появились санкции, как вы все знаете, поэтому у нас получается 10 месяцев, вот сейчас ждем, чтобы оборудование как бы то поступило. Ну, это будет суперсовременное оборудование, которое по требованию Министерства культуры и республики. Помещение, название у него репетиционный зал, но по сути своей это абсолютно самостоятельный зал для проведения мероприятий. Здесь тоже будет акустика такого уровня, что здесь можно будет симфонический оркестр записывать в студийных условиях. И мы знаем, что ценность таких залов в том, чтобы зрители могли воспринимать звук живой, без звукоусиления, без искажения аппаратуры. И этот зал будет рассчитан именно на такой звук. Как мы видим, группа компаний ВИЗ успешно работает в республике Саха-Якутия, возводя Ленский мост, Алон-Хайленд и поликлинику. Я надеюсь, что это сотрудничество будет полезным и продолжится для республики. С вами был журналист Олег Желнин. До скорых встреч!